Объем был причинен материальный на 1,5 миллиона. То есть это сгорели цеха, сгорело оборудование, сгорела готовая продукция в большом количестве. То есть ущерб был, конечно, причинен значительный. Но слава Богу, что не были затронуты главные цеха, которые. То есть спасибо службе МЧС, всем подразделениям, которые участвовали в тушении данного пожара. Это около 8 подразделений. Это из Чемишли, из Бессарабки, со всех подразделений участвовали в пожаре. Пожар был очень серьезный. И нанесен ущерб этой компании на 1,5 миллиона рублей, это минимальное, то, что было посчитано на том этапе. Причина возгорания, которая сегодня еще далее устанавливается, то есть это, конечно, поджог. Потому что в 5:30 утра, мы сколько были на мебельной фабрике, выехала машина в Бельце с продукцией, которая была с вечера загружена. Это грузовой автомобиль. Ничего не было, там был водитель, который находился на территории предприятия где-то 15 минут, и он не почувствовал ни дыма, ничего. 6:30 люди ехали в Кишинев, наши знакомые, которые также проезжая рядом с мебельной фабрикой, если ехать со стороны Камрата, также не было ничего замеченного. Но 10 минут до 8, уже когда подразделения приехали туда, там горело как костер, то есть сам цех горел как костер. Это может случиться только используя или бензин, или какие-то горючие смеси. Потому что я мебелью занимался около 20 лет. Если вам дам сегодня даже возможность поджечь случайно этот цех, то вы этого сделать не сможете в течение 1 часа. Это можно прибечь только к каким-то нефтепродуктам и так далее. Потому что в том цеху, откуда пошел пожар, там всегда выключается все электричество с общего рубильника. Этот цех, там работают спецзаказчики. Мы туда даже не имеем. Там всегда чисто. Мы в этот цех всегда приводили любые делегации. Там нету никогда ни грамма мусора. Там самый цех, который находится на границе фабрики, который граничит с другой компанией, которая есть. И поджог был с той стороны, именно с той стороны. Через там окна как раз выходят на ту сторону. То есть это уже установила и полиция, то есть и все службы, которые работали, они 100% дали информацию о том, что это поджог. То есть потому что у нас там есть и сигнализации, датчики пожарные, все это есть. Потому что охранник ходил, мы сначала думали, что охранник спит и не следит за безопасностью, но начало с 6-го уехал машина, он не мог спать, потому что он открывает ворота, закрывает. Без него автомобиль не мог бы выехать с территории. Это дальше уже подтверждали видеокамеры, которые у нас есть, установлены на всем предприятии. И естественно, что даже маленький дым или что-нибудь, температура на улице была 17 градусов днем. Естественно, что никто не топил никаких отопительных установок, и отопительные установки находились совершенно в другом месте. Если бы пожар шел бы оттуда, мы еще могли бы сомневаться в поджоге. Но здесь за час не может гореть целый цех таким пламенем. То есть понятно, что здесь был поджог. Кто это сделал, мы не знаем, это сегодня устанавливается органами полиции, но мы благодарны, что не было жертв никаких.